Дильнар Жигитбек, занимающаяся рисованием казахских национальных орнаментов, была задержана в прошлом году и отправлена в лагерь перевоспитания. Проживающая в Тиньшанском районе Урумчи 26-летняя Дильнар – одна из лучших выпускников факультета искусств Синьцзянского университета. Своими редкими произведениями она стала одним из лучших художников, заслуживающих уважения. Ее задержали в апреле 2018 и посадили на 3 года. По сообщению родственников Дильнар, находящихся за рубежом, в лагере Дильнар сильно заболела и потеряла разум. Руководитель казахстанской общественной организации «Атажурт» говорит, что было задержано большое количество писателей, поэтов, деятелей искусства, журналистов, учителей и различных специалистов. Все были задержаны по причине национального характера, содержащегося в их работах. По сообщениям газеты «Мировое время», с целью постоянного наблюдения Китай обязал носить школьников начальных и старших классов специально разработанную форму. По сообщениям газеты, форма является термостойкой и способна выдержать до 500 стирок. С помощью мобильного приложения и сигнала, поступающего с датчиков на форме, родители и учителя смогут следить за передвижением школьников. Глава германской группы поддержки Илхама Тохти Анварджан Эфенди назвал 2018 год плодотворным, в котором уйгурский вопрос приобрел большую значимость во всем мире. Подводя итоги деятельности организации, он напомнил, что в 2018 году его организация потребовала от китайских властей досрочно освободить Илхама Тохти, приговоренного к пожизненному заключению, а также подала заявку на его номинирование на премию свободы Сахарова и Нобелевской премии мира. Также были проведены научные собрания и митинги, посвященные так называемым лагерям перевоспитания и уйгурам, находящимся в лагерях пыток. Анварджан Эфенди напомнил, что его организация будет трудиться для укрепления отношений с влиятельными лидерами Европейского парламента и американскими политиками. В конце своего доклада он сказал, что продолжит подачу заявок в различные организации для номинирования Илхама Эфенди премиями за вклад в развитие человечества, что в свою очередь положительно отразится в деле укрепления уйгурского вопроса перед мировым сообществом. Китайское правительство, являющееся инициатором и спонсором проекта «Единый пояс. Единый путь», планирует обеспечить судами азиатские и восточноевропейские страны и тем самым взять под свое влияние жизненно важные организации этих стран. Главной целью Китая является манипулирование этими государствами в своих политических и экономических интересах. Это стало заметным на фоне того, как Китай, используя мелкие восточноевропейские государства, стал влиять на политику Европарламента. Это вызвало недовольство Евросоюза. 4 апреля 2018 года главные министры Евросоюза заявили о необходимости принятия мер против китайского проекта. Практическим воплощением плана по соединению Европы с Азией является модернизация транспортного сообщения и средств коммуникаций, развитие и внедрение цифровых технологий, поиск альтернативных источников энергии, открытие предприятий, гарантирующих права рабочих и сохранность экологии. По сообщениям французского информационного агентства, колоссальная задолженность Пакистана и Шри-Ланки Китаю – это ожидаемый результат проекта «Единый пояс. Единый путь». Агентство также заявило о ненадежности китайских средств связи и о том, что китайские предприятия не принесут выгоды местному населению. Это вызвало сомнения у государств-участников проекта. Типичный пример этому – Малайзия.